это знаменательное событие. На грант Русского географического общества у нас сегодня отправляется более чем 3000-километровое путешествие, экспедицию наш замечательный экипаж. И давайте мы им пожелаем, чтобы они вот такое далекое путешествие совершили в очень бодром, хорошем, радостном духе, и чтобы никаких там хворей у них ничего не возникало, и всегда был попутный ветер. Давайте пожелаем им. Мы выполняем большую программу научную по биологии, орнитологии. Наши ребята участвовали в прошлой экспедиции РГО. И там выполняли научную работу. Сейчас они продолжат. Скоро аспирантами станут, наверное. Это на удачу. Все, по коням. Вышли в отличном настроении. Несмотря на общую усталость, завершение сложного периода подготовки, строительства, погрузки было для каждого как гора с плеч. Наконец-то экспедиция началась, и это всех серьезно ободряло. Вперед, друзья, с высоко поднятой головой. Ночью сели на первую свою миль. 12. Сейчас 4 утра просветлело. Общий подъем. Будем пробовать сейчас ее сдвинуть. Идет. Как клиники пойдем. Давай, вверх. Итак, впереди нас ждет первый вдохновляющий этап нашего путешествия – путь вниз по Лени, где к востоку от ее устья на берегу моря Лаптевых расположился один из самых северных поселков мира – Тикси. И чтобы в полной мере ощутить тот восторг, что ждет нас впереди, нужно понять все величие этой полноводной артерии Якутии, дарующей жизнь многим существам на этой земле. Лена почти полностью протекает по территории вечной мерзлоты. По праву она считается одной из крупнейших рек мира, протяженностью почти 4500 километров, а максимальной ширины местами достигает до 30 километров. Летом в теплую солнечную погоду жители Якутии наслаждаются ее зеркальной речной гладью. Но стоит ветру ускориться, как тут же Лена приобретает очень суровый нрав. Особенно ближе к устью, где нарастающая волна усиливается ее скалистыми берегами. Говорят, что многие рыбаки севера опасаются ее гнева куда больше,
чем буйство моря Лаптевых. Ну а мы ждем капризов могучей реки с нетерпением и предвкушением, ведь это будет отличный шанс испытать катамаран в действии и с большим пониманием наших возможностей смело углубиться в море, потеряв из виду берег. Пока кайфуем, наслаждаемся погодой. Я вас приветствую на просторах Лены. Мы идем на север, сейчас подходим в сторону Сангар. Идет наша экспедиция. Я в итоге отоспался, проснулся часов в 10 только. Около 12 часов поспал. Так что теперь бодр, могу нести вахту. Сейчас скоро моя очередь, через час я стою за штурвал. Мы прошли, получается, около 300 километров от Якутска. Этот бак еще мы заправляли в Якутске, он 65 литров. Он заканчивается уже, тут осталось литра 2, наверное. Мы точно замерим, сколько мы прошли. На 2500 оборотах в минуту мотор работает. То есть он работает только на малых. Едем Серафимом в Сангар. Родные края. Родина Серафим отсюда. Только напротив, да, Сангара у тебя? У меня Кальвица там, напротив Сангара, но где-то от Сангара на 30 километров в ту сторону, на тот берег. Первая наша остановка – поселок Угольщиков Сангар, расположенный на берегу реки в 300 километрах от Якутска, недалеко от исполинов Верхоянского хребта, возвышающихся на горизонте. Тут нас ожидала очень теплая встреча моих друзей. Денис Прокопьев с супругой Ириной и сынишкой Колей, а также Анатолий Споданюк, брат отшельника Тимофея, живущего в уединении в Нюрбинском районе. Только снял. Спасибо большое. Вот тут еще гусиные, что ли? Это позавчера поймали, а это побалуют. О, Так, а это тебе лично. Надо тебе кофе попить, также задрал, попил, а мошка не лезет. Всё. Только береги пропитку. Ага, крутая штука. Все, тебе память. Спасибо. Выручит хорошо. Одарили меня Не подарками. выручит, окунька половишь. Это окуньки мелкие. Пойманные и замороженные сразу. Ну и там щука еще. Молоко деревенское, это тоже мороженое. И так работает, и так работает. Сами разберетесь. Тяжелый. Коля, он тяжелый. Я бы тебе дал с удовольствием. очень круто встретили. Анатолий, Денис, Ирина, спасибо вам большое за гостинцы. С кружкой вообще выручили. Я забыл свою термокружку и прям сокрушался, как я так вообще. За штурвалом же, когда сидишь, очень удобно, когда с термокружки можно. А пить еще такая в моем стиле. Спасибо. Вот пока сейчас. Катамаран еще плывет, мы от них далеко уехали. А мы пока вот в Сангар. Время сильно поджимало, и мы стремительно, с минимальными остановками мчались вперед. Все ясно. Магнитики привезите. Себя берегите, лишний раз не рискуйте. Научи его там якутскому языку. Вот хоть немного понимал. Да. Так и надо, кусай их, особенно вот того, с камерой. Вот наглая собака нас загнала в лапу, еще и гавкает. Мы его пожарим там на острове. Мы же хотели взять нам от Миши. Нам такие нужны наглые. От белых медведей там кто бы нас... Это как раз для него. Да? Возвращайся. Не, вот такую надо, а? Чтобы она меньше живет. Кажется, меньше. Вышли дальше, и меня с Серафимом в скором времени отправили делегатами на проходящий мимо пароход капитан Суетин, буксировавший по линии баржу с гравием в Жиганск для строительства аэропорта.
Встретил нас крепкий паренек Степан и повел меня в капитанскую рубку, где я сразу без лишних разговоров и объяснений договорился со старшим помощником капитана Алексеем Юрьевичем, чтобы взяли нас на буксир. Все отлично, спасибо ребятам, договорились. Очень радует, что нам по дороге встречаются хорошие люди. У него головы большие. Алло, Серафим. Да. Ты где, в туалете, что ли, сидишь? Нет. Вот такие вот дела у нас в нашем ЖКХ. Sarada nasip kiyene kerek üstün Dolu kurtarmin duvarı Saradana gerek üstün Günün şüphetin yürüdü. Сегодня все поспали вместе. Идем вот на буксире. Вообще отлично. Бензин экономим. Вот у нас теперь такая штука. До этого мы не особо стеснялись, но так как сейчас с нами рядом судно, среди экипажа там девушка даже, я слышал, есть. Приходится нам вот такую схему тут делать. Так, брезентик берем так и прячемся. Все, туалет готов. Вот такие вот элементы быта. Ну, а? Занято? Сидим. Съемка у нас, съемка. Идем отлично. Солнце греет. Ну, отдыхаем. На самом деле, как будто бы погода нам сейчас, сама природа после трудных недель подготовки дает возможность отдыха перед дальнейшими трудностями. Не лезь в мой дневник. Я даже вчера сгореть умудрился, все лицо. Хотя вроде так не сильно старался на солнце, но вот печет вообще очень хорошо. А, вот мы 40 островов район проходим, это вот это, да? Прошли место, его называют 40 островов. Такой вот кусочек Лены. Идем дальше. Якутск. Вот мы столько, где-то километров 500 прошли, наверное, от Якутска. Вот сюда вот. Вот наша уютная кухня. Здесь мужики отлично облагородили все. Пожарил сегодня яичницу. Домашними яйцами. Теми, которые разбили с дороги. Так, как обещал, пробую выпить гусиное яйцо. Ну-ка. Нормально? По вкусу тоже как 5 куриных. Ну, оно как куриное прям, вот то же самое. Желток мощный. Все? Готово. Спасибо. Вот Индия. Вот. Теперь будем трапезничать. Надо вот этот водилину по центру поставить, чтобы она не болталась. Но мне кажется, она терпима. Хватит. Вот лежит Валера. Чемпион Аленовского района. Чемпион Санкт-Петербургского края. Сосновоборство. Мужики решили нам модернизировать уборную. Сделать все как надо.
Пожалуйста, заходите. Ну-ка, заценим. О. Только тут все видно, конечно. Сидишь с видом на реку. Ну, в принципе, хорошо. Так вот, раз. Едешь, наслаждаешься видами. И кайфуешь. Получаешь двойное удовольствие, да? Поставили на уху, оставили вот на жареху. И я хочу еще сделать вяленую. Давно это не делал. Но тут, наверное, ничего сложного. Сейчас засолю до вечера. А потом вывесим. Удивительный момент. Мы сейчас прошли полпути между Жиганском и Сангар. И где-то в этом месте мы сейчас пересекаем полярный круг. Представляете, какая у нас погода стоит? И это полярный круг. Загораем, отдыхаем. Подходим к Жиганску, появилась связь, все звонят родным. Капитан судна. Так на буксире мы прошли почти 2 суток, до поселка Жиганск, последнего крупного населенного пункта на нашем пути по реке. А дальше снова своим ходом. Покажу, будет. Сейчас здесь полку еще сделаем для оборудования. Вот Тит еще одну полку сколотил нам. Вот у нас получается кухня. Полки понабили, гвоздей. Так вот все удобно. Здесь сидишь, готовишь. Вполне. Вещей, конечно, все равно много. Вот так навально здесь. И вот мы вот так вот спим. Здесь вот, конечно, 6 это максимум помещается человек. 7 на улице, пока у нас спал Валера. А так вот, тут человек, там человек, и здесь все лежали. Было, конечно, сегодня ночь была так себе. Я как в тисках был зажат с 2 сторон, некомфортно. Но как раз эти трудности, это то интересное, с чем связано это путешествие. Как раз все должно быть с преодолением препятствий. Даже таких маленьких трудностей, как вот неудобный сон, там вот болит спина, что-то там, это все запомнится. Вообще, по идее, мы хотим, чтобы сейчас еще вот так человек лег и вот так вот. Вот тут 2, и тогда 1, 2, 3, 4. И в центре еще 5, 6. Ну, то есть уже будет нормально. Уже можно будет. Ой, более комфортно устроиться. Ну так, в принципе, вообще прикольно сделали. Вот сейчас у нас был момент, когда мы по ветру шли, против ветра. Шли где-то 11 км в час. Скорость была. Ну, то есть, в принципе, шли. Но эта волна была так, только такая, не сильная. Все равно уже сдувало сильно. И здесь уже такие, уже там звуки были скрипучие в домике. Это где-то около 500 километров нам еще идти. 500 километров со скоростью 12. Я буду делать фильм, а снимаю я отдельно, вот как раз хочу потом сделать как сериал уже у себя на канале в моем стиле, именно вот после фильма, чтобы вы могли
глубже погрузиться в наш быт. Вот что такое, вот, если так пойти в путешествие, вот, чтобы вы, вот, сидя там с той стороны экрана, могли представить, каково это вот так вот раз и вот пойти в путешествие на море Лаптевых, на таком катамаране. Постараюсь делиться своими эмоциями, причем буду делиться всякими эмоциями, негативными там, ну, что-то там даже болит, все такие мелочи. Сейчас у меня палец, вот я вот окуней чистил, у меня все порезано в мелких порезах. Это такие мелочи, которые тоже формируют общую атмосферу и психологическое состояние человека. Комфортный сон, отсутствие боли, это все добавляет пунктам очков к позитиву. К негативу, наоборот, соответственно, там болит, тут это самое, тут то, спать было тяжело. Вот как раз идет психологическая работа. Я как перед самой экспедицией, я понимал, что мне нужно не физически там прям быть готов, а именно психологически. Нужно быть готовым к любым трудностям, которые нас ждут. И я до сих пор понимаю, что я даже не представляю, что нас ждет впереди, какие трудности, с чем мы вообще столкнемся. Ну и это круто, это интересно. Последняя готовка на дежурстве. Сегодня борщ решил сделать украинский. Почти готово. Осталось только последний ингредиент. Ну и салат. Вялим сейчас рыбу. Сейчас покажу вам, как делается юкола. Серафим ее умеет очень хорошо готовить. А юкола это... мы уже съели. В общем, щука такая нарезанная кубиками. Сейчас покажем. Просто и все? Никуда не денется она, да? Нет. Остановка на рыбалку. Салар. Машка, блин. Чуть не подавился. Внутри, видишь, сколько летает? Машка вообще одолевает. Вон, смотрите. Жестко. О. Есть. Что-то не очень крупное. Щучка. Поймал таки. Нифига себе. Ладно, иди. Пишу тебе. Сколько мы побыли? Минут 40? Две щучки. Это рыбы нету. Это считается вообще не поймали, да? Считается, это Манкерель, легендарное место. Пока погода шепчет ехать. Менкере, вот это то, что мне рассказывал, да, Серафим? То есть оно очень рыбное. Это значит рыбы нет. Тут рыбы нет. Так, будем учиться делать юколу. Нет, неправильно. Так сразу, вот. И оттуда выходишь сразу. Вот так делать? Оп. Так. Отсюда именно? Почему Да. отсюда делают? Вот. И вот так. А почему? В чем разница? Вот, видишь? Там она живая, вся такая. Проще. Вот это, да, что? Да. Сергей Гуляев, Ханна Джаны. Bunu oraya yönler. Durum kayalardan, yukarı kayalar, daftar değildi. А солить реально не надо
соли не нужно, просто вешаем как есть. Это повесили 2 дня назад. Вот уже готовые такие вот кубики. А еще рано вести, наверное. Чуть сыровато внутри. Это дня 3-4. Распогодилось. Решили вот с мужиками, с рыбаками пообщаться. У нас немножко разлетелась электрика, пока ехали. Заодно проверим масло. Раз уж тут вылезли. С другой стороны, что? Ай, на железку наступил. На этот крючок. Ой-ой-ой. Испытываем якорь, который нам Анатолий Сангар презентовал. Здесь вот привязаться не к чему. Отличная штука. Все, он держит. Так воткнул. И нормально. Как круто искупаться в таком месте. Вода уже ледяная, холодная. Но я стараюсь при каждой возможности окунуться, поддерживать тело в чистоте. Пополняем запасы питьевой воды. Такая вкусная ледяная родниковая водичка. Николай Александрович сходил на рыбалку удачно. А вторая где? Выпустили? А? Вторая. Две ушли. Вокруг пошла красивая горная местность. И чем севернее мы удаляемся, тем скуднее становится растительность. Деревья все ниже и ниже, и скоро их совсем не станет. Ландшафт меняется на глазах. Становится веселее с каждым днем. Сегодня 3 августа, а это значит, что это и день рождения Александра Ильича Борисова. Сегодня бы ему исполнилось 60 лет. К сожалению, его не стало с нами. Это для республики, для меня лично это очень большая утрата. Замечательный человек, автор проекта «Охота и рыбалка в Якутии». Я под его руководством проработал какое-то время. Редакция программы «Охота и рыбалка в Якутии» мне стали как семья. Вот. Хочу вспомнить Александра Ильича и поздравить его с юбилейной датой, так как он для меня лично он не умер. Человек, который сделал для республики очень много. Пока живет память о человеке, человек не умирает, он продолжает существовать вместе с нами. Также Александр Ильич, для меня он всегда будет жив. Это замечательная дата нас застала в пути. Мы едем сейчас, можно сказать, в устье реки Лена, где Лена скоро будет впадать в море Лаптеву. Он позирует. Что показываешь там?
тема. Местные рыбаки угостили омулем. Час ночи. Полярная ночь. Икра не спелая. Не спелая, да? Не, она в Кобяйском районе, когда она высаживает, да, икру, то где она там ну, 2-3 раза больше бывает. Ну, икринка вот одна. Едем по дороге, собираем по друзьям рыбу. Сейчас опять тут у Баттера друзья здесь где-то на острове. Омуль у нас уже есть. Икорки вкусно поели. Три часа ночи, вокруг такая красотища. Мы сейчас почти вышли к устью Лены. Вот, Эркин собрался. Надо обязательно покупаться на столбовом. Вот остров Столб. Столб. Дельта реки Лены. Столбовой называю. А? Вот здесь Лена заканчивается. Вперед из песни. Устье Лены. Устье Лены. Устье Лены. Будем купаться во всех значимых местах. Такая идея. Даже если не захочешь. Ну, придется все. Что взял? Всю ночь шел, где-то часов с 2 до 8. Его еще видно было издалека, когда шли и смотрели на него несколько часов. Остров очень красивый, особенно если посмотреть сверху. С давних времен остров Столб считается священным и долгое время служил объектом поклонения среди жителей этого сурового края. Говорят, если взглянуть на остров под определенным углом, можно увидеть профиль головы шамана. Возвышается он у начала дельты Лены, одной из самых больших речных дельт в мире.
общей площадью 45 тысяч квадратных километров. Не передать словами тот восторг, что испытывала вся команда, наблюдая окружающие пейзажи. Все ближе и ближе подходя к конечной точке первого этапа нашего пути. Наконец увидели знаменитую полярную станцию «Сокол», получившую свое название от одноименной горы, у подножия которой она и нашла себе пристанище. С 1951 года на станции непрерывно ведутся метеорологические и гидрологические наблюдения. Очень жаль, что из-за карантина приходится проходить все эти места мимо. Тут нас и встретил настоящий северный ветер. Усиливая свой напор, заставил остановиться и осмотреться. До этого момента Лена нас подобным буйством не испытывала. Коряга такая похожая на носорога. Осмотревшись, капитан принял решение идти. Это уже второе, более сложное испытание нашего катамарана. И снова радость на наших лицах. Идем, уверенно идем. И каждый с трепетом понимает, что в этот момент мы стали гораздо ближе к нашей конечной цели. Так, он 7 часов встал, а сейчас 9:45, 2:45. По 2 человека. А то Опасно. в лес ходить. Пожалуйста. Спасибо. К полуночи на свой страх и риск решили сократить около 50 километров пути через мелководную протоку, где мы очень рисковали сесть на мель, уходя с фарватера. Право, да. Вижу Тикси! Совместная работа помогла успешно обойти все препятствия, и утром 5 августа на 7-й день пути мы прибыли в Тикси, а вернее пришвартовались с другой стороны Быковского мыса, в заливе Ниелова. Мы прибыли в Тикси, это бухта Ниелова. Отсюда как бы запасной речной путь до Тикси, полчаса езды. А если морские суда идут, ну, допустим, из устья Лены, они должны обходить большой полуостров, поселок Быковский мыс. И это почти мы сэкономили около 2 дней пути для нашего катамарана. Погода шепчет, правда прогноз ожидается не очень хороший. Снимай что ли?